Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует прокурор Яльчевского района Александр Кудряшов. Сегодня я расскажу вам о плате за пользование жилым помещением по договору социального найма. В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, включает в себя плату за пользование жилым помещением, плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, а также плату за коммунальные услуги, в том числе потребленные для общедомовых нужд. Размер платы за пользование жилым помещением, плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договорам социального найма определяется, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения и устанавливается органами местного самоуправления. В соответствии со статьей 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, невнесение нанимателем платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более 6 месяцев является основанием для расторжения договора социального найма жилого помещения по требованию наимодателя в судебном порядке о замене административного наказания в виде штрафа предупреждением для субъектов малого предпринимательства. В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, некоммерческим организациям, а также лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, а также их работникам, за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного или муниципального контроля, в случаях, если назначенное административное наказание в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела 2 КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение. Предупреждение устанавливается за впервые совершенное административное правонарушение при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, объектов животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности Российской Федерации, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. В случае замены административного штрафа на предупреждение дополнительное наказание, предусмотренное соответствующей статьей КоАП РФ, не применяется. Следует отметить, что административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, которые перечислены в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ. Например, коррупционные правонарушения, предусмотренные статьями 19.28 и 19.29 КоАП РФ. Прокуратурой Яльчевского района выявлено нарушение требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения. Так, прокуратура района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Большетаибинского, Малотаибинского, Кильдюшского и Янтовского сельских поселений Яльчевского района. Установлено, что на территории указанных сельских поселений имеются системы централизованного водоснабжения населения, которые являются муниципальной собственностью. Законодательством предусмотрено обязательно техническое обследование системы централизованного водоснабжения населения, которое необходимо проводить не реже, чем 1 раз в 5 лет. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что технические обследования подобных объектов не проведены. Акты с результатами обследования в соответствии с приказом Минстроя России от 5 августа 2014 года отсутствуют. Таким образом, из анализа действующего законодательства следует, что обозначенная администрация сельских поселений не обеспечивает содержание и сохранность объектов водоснабжения. По данному факту прокуратурой района в Яльчевский районный суд направлено 4 исковых заявления к вышеуказанным сельским поселениям района о возложении обязанности провести техническое обследование объектов систем водоснабжения. Исковые заявления прокуратуры района в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Прокуратурой Яльчевского района направлено в суд уголовное дело по факту истязания престарелой женщины. Прокуратурой Яльчевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом Г части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации «Истязание». По версии следствия, 56-летний житель Яльчевского района в период времени с 28 октября 2021 года по 8 февраля 2022 года систематически применял физическое и психическое насилие путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий своей 90-летней матери, которую в силу престарелого возраста и своего состояния здоровья
находилась по отношению к обвиняемому в беспомощном состоянии и зависимом положении, поскольку нуждалась в постоянном постороннем уходе. Как установлено в ходе следствия, причиной совершения преступления стали возникшие личные неприязненные отношения, обостряющиеся во время нахождения обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения. О совершенном преступлении правоохранительные органы узнали из телефонного сообщения, поступившего от дочери потерпевшей, проживающей в городе Москва, с которой в ходе телефонного разговора последняя поделилась сложившейся ситуацией и сообщила, что терпеть побои со стороны сына она больше не может. Прокуратура района, изучив материалы уголовного дела, приняла решение о направлении их в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Спасибо за внимание. До скорых встреч.